30 августа в актовом зале гимназии номер 2 прошло совещание педагогических работников всех образовательных учреждений Инты. По сложившейся традиции, подобные мероприятия проводятся ежегодно в преддверии нового учебного года. Открыли конференцию торжественной церемонией награждения заслуженных работников образования ведомственными наградами. Вот то, что вы видите вы здесь, это всего лишь часть, потому что ряд наград отложены на юбилейные мероприятия. Вы знаете, что это год 70-летия нашего города. Есть награды, которые предложено получить работникам на Дне учителя на республиканском уровне. Поэтому вот то, что на сегодняшний момент мы будем вручать, это небольшая часть тех наград, которые заслуженно получают наши работники. Почетными грамотами и благодарственными письмами Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства образования Республики Коми и администрации округа были награждены более 200 педагогических работников. Учителя, педагоги дополнительного образования, воспитатели детских садов, методисты, специалисты ГУНО и заместители директоров некоторых интинских школ за многолетний добросовестный труд удостоились высокого поощрения. Ждал ее так долго, новенький портфель, и настало время все начать сначала. Нам сегодня школа вновь открыла дверь. Здравствуй, школьный наш звонок, здравствуй, первый наш урок. Здравствуй, здравствуй, наша школа и любимый класс веселый, только ставший лишь постарше на годок. По завершении церемонии награждения с подробным докладом о деятельности всех образовательных учреждений и достигнутых результатах работы выступила Эвелина Круглова, начальник отдела образования администрации. Вы все знаете, что этот год объявлен годом семьи. Но когда его только объявили, мы сразу поняли, что это опять же наш год, потому что никто так тесно не работает с семьями, как работники образовательных организаций, начиная с детского сада, ну и, соответственно, заканчивая, может быть, даже высшим образованием. Мы не будем останавливаться на традиционных мероприятиях, которые всегда проводятся в детских садах, в школах, в учреждениях доп. Образования. В этом году объявлено несколько мероприятий регионального формата, и я очень рада тому, что в каждом из них практически наши родители, благодаря вашей работе, смогли принять продуктивное участие. Начальник отдела образования рассказала, какая поддержка оказывается семьям и родителям по линии государства, республики и муниципалитета. На 50% снижен размер оплаты за услуги присмотра и ухода за детьми из многодетных семей в образовательных организациях. И такие семьи есть в каждом саду, их у нас более 95. То есть вот 95 семей, у которых есть дети, посещающие дошкольные образовательные организации, и которые платят, у них размер средний на 50% меньше. Также у нас на 50% снижен размер платы за детский сад в сельских образовательных организациях, независимо от того, сколько детей в этих семьях. Ну пусть их мало, 11 детей в Петрунях и 7 детей в Авизе, но все равно это дети нашего города, это наше будущее. Ну, вы знаете, что с началом специальной военной операции очень много социальных гарантий было предоставлено для детей из семей указанной категории. Полностью освобождены от оплаты за детский сад и от оплаты за дополнительное образование дети из семьи членов участников СВО. В 2024 году на муниципальном уровне принято решение о выделении бесплатных абонементов на посещение учреждений культуры и спорта детям из семей погибших участников. А у нас их вот таких детей уже 7, к сожалению. Меры поддержки муниципального, регионального и федерального уровня направлены еще на обеспечение полноценного питания. Вы знаете, что у нас бесплатное питание для малышей на территории Республики Коми было введено еще до того, как вышел указ президента. То есть мы уже были в этой теме, но сейчас все обучающиеся с 1 по 4 класс получают бесплатное одноразовое горячее питание. Также бесплатным питанием, кроме этого, обеспечиваются дети 5-11 классов из семей участников СВО и мобилизованных граждан,
дети, школьники, имеющие статус ОВЗ, их, конечно, не столько, сколько дошкольников, но их тоже 13 человек. И мы можем сказать, что со вторника у нас начнется питание детей из многодетных семей. Многодетной семьей по указу президента признаны семьи, имеющие 3 и более детей. И вот те дети, которые не получают никакого вида льготного питания, перечисленного выше, но являются членами многодетных семей, с 3 сентября начинают также получать одноразовое горячее питание. Одной из главных тем августовского совещания работников сферы образования и приоритетных задач на будущий год стала организация воспитательной работы с подрастающим поколением. С этой целью несколько лет назад в стране был запущен всероссийский проект «Навигаторы детства», а в образовательных организациях появились советники по воспитанию. С 2022 года роль важнейшего проводника идеологической работы в образовательной организации выполняют советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Надо отметить, что на сегодняшний день в республике создан институт советников по воспитанию, который обеспечивает эффективные вертикальные и горизонтальные связи в системе ученик, педагог, родитель. В каждой образовательной организации Российской Федерации и Республики Коми внедрен стандарт церемонии поднятия и спуска государственного флага. Речь идет о флагах Российской Федерации и Республики Коми. Это неотъемлемый компонент идеологического воспитания подрастающего поколения. Государственные символы Российской Федерации и Республики Коми для каждого гражданина выступают символами сопричастности и народного единства, проявления патриотических чувств и принадлежности к российскому народу, огромной стране с великой историей. 2021 год, 1 января, в России проект «Навигаторы детства» был запущен в 10 пилотных регионах. С сентября 2023 года советники появились и в нашей республике, как и во всех регионах нашей страны. С 1 же сентября 2023 года появились советники и в 7 школах города Инты. Все мы прошли строгий конкурсный отбор. Участвуя в конкурсе «Навигаторы детства 3.0», беседовали с профессионалами-экспертами, обучались на курсах советников. Основными направлениями деятельности советника внутри школы являются развитие воспитательной среды школы, участие в деятельности методических объединений, выстраивание взаимодействия с родительским сообществом, формирование и развитие детского актива, участие в планировании воспитательной работы. А вне школы это выстраивание взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта, молодежной политики. Прошел год, подведены первые итоги. В Инте состоялся муниципальный семинар для советников, на котором присутствовали региональный координатор проекта Ольга Залевская и муниципальный координатор Юлиана Емельянова. Работа советников Инты была высоко оценена. Невозможно перечислить все мероприятия, которые проведены в рамках реализации проекта. Назову только некоторые. Уверена, что они прошли во всех школах. «Самолетик будущего», «Интеллектуальное лото», «Супергерои нашего времени», «Смотри, это Россия», конкурс детских инициатив, «Единство слова», «День буквы Ё», «Сохраняя страницы истории», «Патриотические часы», «Что, где, когда», «Я россиянин», «Путешествие в страну пионерии», «Добрые уроки для родителей», «Лохматый друг», «Наследники мастеров», «Веселые старты», «Путешествие в страну безопасность», «От Аза до Ижицы». Движение первых – это сотни уникальных программ воспитания и становления личности, активного и ответственного молодежного сообщества, для которого важны уважение к традициям и культурам народов России, историческая преемственность и сопричастность с судьбой страны, в которой главной целью была, есть и будет семья. О том, как развивается движение в Инте, рассказал председатель местного отделения Михаил Ярин. Сегодня в нашем муниципальном округе открыто 13 первичных отделений, 5 в школах, 1 в СПО, 4 в культуре, 2 в спорте и 1 в дополнительном образовании. В этом году мы планируем открытие первичных отделений в детских садах. Хочу обратиться к руководителям дошкольных учреждений. Просим вас оказать содействие в открытии первичных отделений. Отдельная благодарность педагогам, которые стали кураторами первичных отделений. Это очевидно, что важную роль в детском самоуправлении играет значимый взрослый.
Подведем небольшие итоги деятельности местного отделения движения первых за 2024 год. В рамках муниципального проекта «Марафон добрых дел» участники движения первых и члены родительского сообщества «Родные любимые» принимают активное участие в гуманитарных миссиях для участников СВО и Курской области. Местное отделение ИНТы в этом году стало участниками проекта «Миссия первых» и посетило новые регионы Российской Федерации, а именно Херсонскую и Запорожскую области. Первые ИНТы стали участниками региональных профильных смен в Академии юных талантов и в детском оздоровительно-образовательном центре «Гренада». В ИНТе прошла профильная смена «Время первых» в Центре внешкольной работы. Хочу отметить, что это первый опыт проведения профильных смен в нашем городе. Участниками смены стали 15 человек. Ребята стали участниками движения, узнали, что такое миссии движения первых, ценности, познакомились с направлениями деятельности движения первых. Уважаемые коллеги, предлагаем в новом учебном году в каникулярное время проводить наши профильные смены движения. Совсем скоро будут осенние каникулы, и мы с радостью поможем вам организовать эти смены. С 1 сентября текущего года во всех школах России будут изучаться новые предметы: основы безопасности и защиты Родины ОБЗР и труд-технология, которые заменят уроки ОБЖ и технологии. Так, на уроках труда для учащихся с 1 по 4 класса будут представлены ключевые области знаний и навыков. Эта программа включает в себя 4 модуля: технологии, профессии, производства, технология ручной обработки материалов, конструирование и моделирование, информационно-коммуникативные технологии. Также в курс начальной школы включается робототехника. Содержание модулей предмета труд-технология актуализировано, уточнено, дополнено темами «Мир профессий», а модуль конструирования и моделирования в части тем, связанных с робототехникой, и модуль ИКТ реализуется с учетом возможностей материально-технической базы образовательной организации. Предмет труд-технология в 5-9 классах будет включать 5 образовательных модулей и 3 вариативных. Обязательные модули – это производство и технологии, компьютерная графика и черчение, 3D-моделирование, прототипирование, макетирование, технология обработки материалов и пищевых продуктов, робототехника. Нам предстоит познакомить школьников с различными видами опасностей и с такими понятиями, как воинская обязанность и военная служба. Считаю нужным отметить, что нагрузка на школьников не увеличится, количество часов останется прежним. Структурно изучение предмета представлено 11 модулями, обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне основного общего образования и преемственность учебного процесса на уровне среднего общего образования. Это модули такие, как безопасное и устойчивое развитие личности, военная подготовка основы военных знаний, культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе, безопасность в быту, безопасность на транспорте, безопасность в общественных местах, безопасность в природной среде, основы медицинских знаний оказания первой помощи, безопасность в социуме, безопасность в информационном пространстве и основы противодействия экстремизму и терроризму. В предмет интегрирован курс начальной военной подготовки, в рамках которого будут изучаться такие важные темы: вооруженные силы Российской Федерации, состав и назначение вооруженных сил РФ, основные образцы вооружений и военной техники вооруженных сил Российской Федерации, организационно-штатная структура мотострелкового отделения взвода, а именно тактическая подготовка, виды назначения и тактико-технические характеристики стрелкового оружия и ручных гранат вооруженных сил Российской Федерации, общевоинские уставы, закон жизни вооруженных сил, военнослужащие и взаимоотношения между ними, воинская дисциплина, ее сущность и значение, строевые приемы и движения без оружия. В рамках изучения предмета будут организованы учебные сборы. Они предусмотрены Законом о воинской обязанности и военной службе, но до сих пор проводились только по усмотрению образовательных организаций. Считаю необходимым в ближайшее время провести рабочее совещание с преподавателями предмета и всеми заинтересованными структурами и решить вопрос о проведении таких сборов на уровне муниципалитета, чтобы избежать формального подхода и в полной мере реализовать поставленные задачи. По итогам августовского совещания были расставлены акценты обеспечения развития системы образования в ИНТе в этом учебном году.